И сегодня, после торжественного открытия, мы с вами увидим финалы, главные схватки в 5 весовых категориях. 57 килограмм, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Сразу заметим, что в 2 финалах золото будут разыгрывать якутские борцы в категории, в наилегчайшей весовой категории до 57 килограммов. Выступит Лев Павлов, воспитанник Сунтарской школы борьбы. Его соперником станет Артем Габаев. Это схватка, скажем так, главный поединок сегодняшнего дня, вечера. Он выставлен в конце программы, состоится самым последним. К слову сказать, данная схватка имеет свой подтекст, потому что эти борцы, Лев Павлов и Артем Габаев, встречались в финале первенства России этого года. Тогда победу одержал Осетинский проспект Габаев. Выиграет ли, возьмет ли реванш Лев Павлов, мы увидим сегодня вечером. А также в категории 65 килограммов заявлен в финале молодой борец Егор Потапов, уроженец Верхоянского улуса, воспитанник Чурапчинской школы вольной борьбы. Молодой борец показал очень такую содержательную борьбу и в полуфинале буквально показал настоящий волевой характер и победил сильного борца из Белоруссии. Проигрывал с отрывом в 5 баллов, но сумел таки выиграть и пробился в финал. Его соперник, победитель первенства России и мира Магомед Байтукаев из Чеченской Республики. Так что вот эти два финала мы ждем с особым нетерпением. Кроме того, состоятся и схватки за золотые медали в категориях 74 килограмма. Тоже интересные поединки. 86 килограммов. Турнир Романа Дмитриева в этом году носит статус всероссийского. Ранее 8 предыдущих турниров носили статус международного, но по вполне понятным и известным причинам в этом году формат у нас всероссийский. Тем не менее, в турнире этого года участвуют борцы из 5 зарубежных стран. Это Армения, Казахстан, Монголия, Молдова и Беларусь. Да, Республика Беларусь. Также 12 команд из субъектов Российской Федерации, в том числе и отдельную команду выставила сборная команда России во главе Абдусалама Гадисова. Абдусалам Мамахатович вчера прилетел в Якутск со своим тренерским штабом. Он привез также старших тренеров юниорской сборной России Вадима Лалиева и Шамиля Кудия-Магомедова. Трио молодых начинающих тренеров вчера дали занимательный мастер-класс для воспитанников училища Олимпийского резерва и в целом юных борцов республики. Там присутствовало порядка 50 спортсменов. И титулованные борцы показали свои коронные приемы, рассказали о некоторых нюансах борьбы. Было очень интересно. Так, ну мы видим, что потихоньку трибуны спорткомплекса «Триумф» заполняются любителями и поклонниками борьбы. Сегодня и завтра в городе Якутске празднуют День города. Праздничные мероприятия. Сегодня также погода балует нас
Хорошая погода, солнечная, и многие, наверное, смотрят нас из экранов телевизоров. Кто-то на даче огород собирает и вечером посмотрят финальные поединки. Через несколько минут состоится торжественное открытие наших соревнований. Мы с удовольствием посмотрим красочное шоу, представление. Ну а потом, конечно же, финальные схватки. «15 схваток, 5 финальных и 10 схваток за третье места». Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства республики, Антонина Сафроновна Дмитриева, супруга Романа Михайловича, ну и наш министр спорта Леонид Николаевич Спиридонов. На наших телеэкранах. Кстати, такой впервые на нашем турнире присутствуют все дети Романа Михайловича Дмитриева. Вот они на наших экранах. Это Марина Крылова. Будет вот перед нами Роман Романович, слева который сидит с супругой, видимо, да. И еще двое детей. Это Александр и Анна. Вот они перед нами. Александр приехал с сыном, да. Это внук Романа Михайловича Дмитриева. Ну и Анна Романовна Дмитриева. Первая дочь Романа Михайловича Дмитриева. Интересные кадры, исторические мы с вами посмотрели. Вот так и начинается у нас церемония открытия. Звучит музыка, фанфары. Турнирын кыттылақтарыгар, онна ылжыттарыгар, урой айхал болун. Уважаемые гости и участники, приветствуем вас на всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. На торжественном открытии присутствуют заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников, Министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Леонид Николаевич Спиридонов, старший тренер юниорской сборной команды России Абдусалам Маматханович Гадисов, президент Федерации панкратиона России Константин Валерьевич Климов, чемпион Олимпийских игр, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Павел Павлович Пенигин, серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира, призер чемпионата Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Якутской АССР Александр Николаевич Иванов. супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева, Дочь Романа Михайловича Дмитриева Анна Романовна Дмитриева. сын Романа Михайловича Александр Романович Дмитриев,
сын Романа Михайловича, Роман Романович Дмитриев. Дочь Романа Михайловича Марина Романовна Крылова. Якутия приветствует дорогих гостей, любителей спорта и участников Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров 2002-2004 годов рождения, памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева. Ровно 50 лет назад, 31 августа 1972 года, Роман Дмитриев, гордость Республики Саха-Якутия, одержал победу на Олимпийских играх в Мюнхене. В течение 50 лет в Якутии именем Романа Михайловича названы улицы, скверы, средняя образовательная школа, училище Олимпийского резерва, воздушное судно. Имя Романа Дмитриева включено в зал славы Объединенного мира борьбы. Изданы книги и фильм, посвященный его жизни и работе. Уважаемые гости, участники и зрители Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. В народе Романа Михайловича уважительно сравнивали со снежным барсом. Именно барсом, как мягкого, ловкого и мудрого охотника. Встречайте талисман турнира памяти Романа Дмитриева «Снежный барс». Роман Михайлович Дмитриев родился 7 марта 1949 года в селе Местях Жиганского района. Вольной борьбой начал заниматься с 13 лет. В 17 лет стал чемпионом юношеской спартакиады народов Якутии, а в 18 лет чемпионом спартакиады школьников СССР. В 1968 году
В возрасте 19 лет Роман Дмитриев, уверенно победивший на молодежном первенстве СССР, был включен во взрослую сборную страны. Уже в молодом возрасте Роман Дмитриев показал себя умным, техничным и тактически разнообразным борцом. Для народа Саха и любителей спортивной борьбы имя Романа Дмитриева является нарицательным. Он пример для подражания. Спартакиада тогда еще имел очень высокий статус в Советском Союзе. И у него 2 золотых медалей. Это в 1971 году в Москве и в 1979 году тоже на Спартакиаде в Москве. Один раз был серебряным призером, который проходил в Киеве. Важно заметить, что данные соревнования проводились раз в 4 года. Ну и Роман Михайлович Дмитриев 6 раз становился чемпионом Советского Союза. Представляете, 6 раз поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионата Советского Союза. 4 раза был призером. Победив на Олимпийских играх в Мюнхене. Имена чемпионов золотыми буквами вписаны в историю советского и мирового спорта. И первое золото для советской борцовской дружины в самой легкой категории до 48 килограммов завоевал Роман Дмитриев, одержав победу над сильными соперниками. Роман Михайлович на Кубках мира боролся 5 раз. В 73-м, 4-м, 7-м, 9-м и 80-м годы. Из них дважды становился обладателем мирового кубка в личном зачете и дважды в командном. Помните, в 19 году в Якутске проводился Кубок мира. Ну вот, в турнире такого формата и стал чемпионом Роман Дмитриев. Ну, теперь на сцену выходит популярный исполнитель Киджа. Esteri olur kineleri kemisken küste vakta veriyem Vakit üspüde Dilimin ağata Kuzirken Его знают и за пределами Якутии. Занимал свои места, становился победителем различных конкурсов.
Kırbaytina bari bihisati hürün ayı. Ologotak hanıma kırak halga ayı. Olum nugar ulu akını kibük atati. Katan kakakını kimden sıcan akın. Otak karaktakın iskar kakayı gilgen. Uluran kaygın güzgar acır kağın. Bar bilinler bar hittinler min. Hanım oy obata ötsene oy. Kodaytan kempil örütenin kadoy. Umnumana koy büyüler ki umnuma. Umnuma binges kıgır halari numnuwe. Hanım oy obata ötsene oy. Kodaytan kempil örütenin kadoy. Umnumana koy büyüler ki umnuma. Umnuma binges kıgır halari numnuwe. Сырдык арандах аға қалланы bu sirke törüttemmide meni bugün ağam ağatın ağada bu sirke özkebide ulakmıta bultan alttan men ağam ağada kinetten men ağam halığa men kendimden apın ağada Kim? В эти дни наша республика приветствует лучших борцов-вольников юниоров с разных уголков России и СНГ. Каждый спортсмен привез с собой не только мечту о победе и рекордах, стремление достойно представить свой народ, но и горячее желание найти здесь новых друзей. Поистине, спорт и дружба неразлучны. В этом году в турнире примут участие гости Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Встречайте! Сборная команда Армении. Парад участников соревнований. Еще раз напоминаем, в нынешнем турнире принимают участие 5 зарубежных стран. Это Армения, Монголия, Молдова, Белоруссия и Казахстан. Кроме того, еще 12 команд представляют сборные команды субъектов Российской Федерации. Среди них Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Алания, Амурская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Воронежская область, Забайкальский край, Кемеровская область. Ну и, конечно же, юные борцы сборной команды Республики Саха-Якутия. Наша команда самая многочисленная. 68 борцов представляет Якутию. 2 из них это Лев Павлов, категории 57 килограммов, и 65 килограммов Егор Потапов, Иван Потапов, извиняюсь, будут сегодня бороться за золотые медали турнира. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Старший тренер юниорской сборной команды России Гадисов Абдусалам Мамадханович.
супруга Романа Михайловича Дмитриева, Антонина Сафроновна Дмитриева. Раз. На сцену приглашаются Слово предоставляется председателя правительства Республики Сергей Васильевич Местников, старший тренер юниорской сборной России Абдусалам Гадисов и Антонина Сафроновна Дмитриева. Небольшие технические неполадки. Председатель оргкомитета турнира Сергей Васильевич Местников. Уважаемые участники и гости города Якутска, от имени правительства республики разрешите вас поздравить с успешным началом всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ровно 50 лет назад, в 1972 году, на Олимпийских играх в городе Мюнхене наш якутский борец Роман Михайлович Дмитриев стал олимпийским чемпионом и тем самым прославил Республику Саха-Якутия на весь мир. Эта победа открыла дорогу многим поколениям якутян, открыла дорогу к спорту высших достижений. Победа Романа Михайловича Дмитриева доказала, что якутские спортсмены могут достигать олимпийской вершины. Благодаря этой триумфальной победе мы, якутяне, якутские борцы и спортсмены в целом, являются успешными участниками на международных всероссийских соревнованиях. Уважаемые участники и гости, поэтому нам очень важно проводить мероприятия, посвященные памяти о выдающемся нашем якутском спортсмене. Поэтому нам очень важно проведение этого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров. Нам очень важно увековечение памяти Романа Михайловича Дмитриева среди якутян, чтобы память о выдающемся спортсмене передавалась от поколения в поколение. Сегодня в городе Якутске, в его родном Жиганском улусе, в Чурапчинском улусе, где он обучался азам вольной борьбы, проходят торжественные мероприятия, посвященные выдающейся победе. И через 2 года, в 2024 году, мы с вами будем отмечать 75-летие со дня рождения Романа Михайловича Дмитриева. И по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева создан организационный комитет, определен план мероприятий по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных дню рождения Романа Михайловича Дмитриева. Безусловно, этот план внесет дальнейший значительный вклад в развитие спорта и в том числе вольной борьбы. Этот план предполагает в том числе строительство социальных объектов и спортивных залов имени Романа Михайловича Дмитриева. Будут сняты документальные и художественные фильмы, посвященные выдающейся победе. И это будет наш вклад в честь великой победы
нашего любимого и уважаемого спортсмена Романа Михайловича Дмитриева. Уважаемые якутяне, разрешите еще раз поздравить с этой триумфальной победой и пожелать всем участникам успешного выступления на этих соревнованиях. Соревнования по вольной борьбе памяти Романа Михайловича Дмитриева объявляю открытым. Начинаем торжественную церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия и многолетний плодотворный труд наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Уварова Василия Петровича, тренера по вольной борьбе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республиканское училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Данилову Николаю Романовичу, старшему тренеру-преподавателю по вольной борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканская специализированная спортивная школа Олимпийского резерва имени Александра Иванова. За вклад в развитие спорта высших достижений в Республике Саха-Якутия и высокие спортивные результаты в 2022 году наградить благодарственным письмом главы Республики Саха-Якутия Свинобоева Станислава Егоровича, двукратного победителя первенства России по вольной борьбе, спортсмена-инструктора по вольной борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия.
Наградить Павлова Льва Семеновича, серебряного призера первенства России по вольной борьбе до 21 года, студента 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Сунтарский технологический колледж. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Иванову Данилу Александровичу, студенту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Слово для приветствия предоставляется старшему тренеру юниорской сборной команды России, заслуженному мастеру спорта России Гадисову Абдусаламу Мамадхановичу. Здравствуйте, уважаемые друзья, жители Республики Саха-Якутия, гости, участники соревнований. Хочу всех поприветствовать, поздравить с открытием всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Хочу отметить, что якутские борцы всегда отличались своими высокими достижениями, волей к победе. И один из тех первопроходцев, который показал эту волю к победе и завоевал олимпийскую медаль, был Роман Михайлович Дмитриев. Хочу, чтобы эта плеяда спортсменов не заканчивалась и появлялись молодые таланты, а мы, тренера сборной России, будем помогать им в этом. Хочу пожелать участникам соревнований удачи и пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется супруге Романа Михайловича Дмитриева Антонине Сафроновне Дмитриевой. Всем добрый вечер. Сегодня нас в очередной раз собрал здесь именно Роман Михайлович. 50 лет назад он удивил весь мир, что простой якутский паренек из далекого, забытого, глухой тайге поселка смог достичь олимпийской вершины. Многие в мире тогда не знали, что есть такая республика Якутия и что есть такой народ Саха. Первые годы Романа Михайловича принимали за японца, но в то же время мало кто в свое время тоже знал, где это Япония. Сегодня мы собрались на очередной турнир его памяти, который, несмотря на все обстоятельства и внешние факторы, собрал здесь лучших борцов из разных регионов и 5 зарубежных стран. Я надеюсь, что мы никогда не прекратим собираться здесь ежегодно, так как турнир очень важен для того, чтобы сбылась мечта всего якутского народа о новых золотых олимпийских медалях. Этот турнир позволяет повышать борцовское мастерство наших спортсменов, а также совершенствовать соревновательную практику в схватках с лучшими спортсменами других регионов и стран. От всей своей семьи хочу поблагодарить организаторов этого турнира, каждого человека, который ежегодно вносит свою лепту в это дело. Отдельная благодарность главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву, правительству республики, Министерству спорта, училищу Олимпийского резерва и спонсорам, а также участникам турниров, тренерам, судьям, всем
любителям вольной борьбы, журналистам за вашу беззаветную преданность вольной борьбе и памяти о спортивных подвигах Романа Михайловича. Хочу вам всем пожелать удачи и великих побед. Спасибо. Роман Дмитриев был выдающимся борцом 20 века. Память о нем живет в сердцах многих россиян. Роман Дмитриев был настоящим героем своего народа, не только талантливым спортсменом, но и человеком с большой буквы. Мы, якутяне, помним о его блестящей победе на Олимпийском ковре, благодаря которой весь мир узнал о Якутии и якутских борцах. Роман Михайлович неоднократно доказывал, что спортивные подвиги – это удел людей мужественных, самоотверженных, беззаветно преданных спорту. Давид диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания правдивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, завтра Россия зависит от нас. То если не мы, сила поколения, то если не мы, научное мышление, то если не мы, прорыв десятилетия, то если не мы, на годы, на столетия, то если не мы, сильная команда, то если не мы, науки, пропаганда, то если не мы, заставив быть сильных, то если не мы, свободная Россия. Штиля не ждем в эпицентре стихии. Мы строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично. Общие идеи и цели верны. Легко нам не будет, и это отлично. Успех наш зовется успехом страны. То если не мы, сила поколения, то если не мы, научное мышление, то если не мы, прорыв десятилетия, то если не мы, на годы, на столетия, то если не мы, сильная команда, то если не мы, науки, пропаганда, то если не мы, заставим быть сильных, то если не мы, свободная Россия. Свободная Россия, свободная Россия, свободная Россия. На этом торжественная церемония открытия всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти выдающегося сына Якутии, заслуженного мастера спорта СССР, Телезрители, заслуженного тренера СССР, на этом олимпийского торжественная церемония открытия всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева завершена. Ну и теперь приступаем к главному, к финальным схваткам. Еще раз повторяем, еще раз напоминаем. Наш режиссер в трансляции показывает наиболее яркие моменты первой половины дня. Это предварительные схватки и полуфинальные в 5 весовых категориях, которые прошли сегодня. 57 килограммов, 61, нет, извиняюсь, 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. А именно борцы этих категорий сегодня и разыграют золотые и бронзовые медали
Было много бросков, ярких схваток, красивых поединков, волевых побед. Были и много было 4-бальных бросков. Были и броски, даже оцененные 5 баллов. В программе вечерних финалов у нас 15 схваток. Начинаем с тяжелой весовых категорий. 97. Вот он, Артем Габаев, финалист сегодняшнего турнира. Красивые моменты, броски. Андрей Медловец провел 2 встречи, 2 победил, но, к сожалению, получил травму на плече и не смог продолжить борьбу за медали. А вот это вот Тимур Катаев провел изящные приемы, каскад. Иван Потапов, герой первой половины дня, вышел в финал в категории 65 килограммов. Вот он во всей красе. Проигрывал в 5 баллов сопернику из Белоруссии. Но во втором периоде сумел переломить исход встречи, проявил настоящую волю к победе и победил со счетом 13-11. Вот последние секунды той полуфинальной встречи. И получил заслуженную порцию аплодисментов от трибун. Абдусалам Гадисов накануне на пресс-конференции говорил, что ожидает новых имен от нашего турнира. И, пожалуй, вот Иван Потапов, наверное, первая ласточка. Хотя мы знали, что он хороший борец, но вот, чтобы выйти в финал в категории 65 килограммов в такой конкурентной борьбе, ну, парень прыгнул выше головы. И надеемся, что в финале ему тоже будет сопутствовать только удача. Итак, у нас первая. Ну, тут надо разъяснить, что это не финал для борцов категории 97 килограммов. Их всего 5. Поэтому борцы разыгрывают медали по круговой системе. Борется каждый с каждым. И у кого больше побед, тот и занимает первое место. Как раз вот Жорик Джоев. Выиграл 2 балла у Ильи Жибалова, представителя Республики Бурятия. Здесь мы увидим 2 схватки в данной категории. Потом перейдем на вес 86 килограммов, где пройдут вначале 2 поединка за бронзовые медали, и потом финал. Потом 74 килограмма, 65 и под венец
57 килограммов. Главный финал. Лев Павлов и Артем Гобаев. Самая ожидаемая схватка. Главный, как говорят, бой вечера. В данном случае схватка. У нас пока 3-0. Жорик Джоев является призером первенства мира. Представляет Республику Северная Осетия, Алания и сборную команду России. Вот он, мощный парень. Так, ну и до конца первого периода у нас чуть меньше минуты. Счет 4-0. И все под контролем у Джоева. Тут, наверное, остается вопрос, будет ли счет 10-0 или все-таки продержится до конца Илья Жибалов. Ну, посмотрим. Жорик Джоев является победителем первенства России этого года, который проходил в Каспийске. И финалист первенства мира. Один из лучших борцов планеты в своей весовой категории и возрастной группе до 21 года. 4-0. Пока очень уверенно ведет Жорик Джоев. Вот как раз секундирует спортсмена Вадим Лалиев, известный в недалеком прошлом борец, победитель международного турнира Иван Ярыгин, чемпион России, двукратный призер чемпионатов Европы. Вадим Лалиев работает в тренерском штабе Нью-Йоркской сборной России. Так, ну, активно начал борьбу Илья Жибалов. Нам надо, да, 4-0 ведет Джоев. И заработал еще 2 балла. Забежал за спину. 6-0 до чистой технической победы. Еще 4 балла. Ну, думаю, наберет Жорик. Станислава Свинобоева, нашего двукратного победителя первенства России, бронзового призера первенства мира, только что вот на торжественном открытии наградили благодарственным письмом главы республики. К слову сказать, Станислав Свинобоев готовился к турниру Романа Дмитриева, но на последнем сборе в Адлере в Сочи борец получил травму на голеностопе, и по решению тренерского состава штаба сборной России и нашей команды борец пропустит вот этот старт. Многие, наверное, любители, поклонники борьбы хотели увидеть Станислава в действии. Одного из лучших борцов страны. 2 балла еще заработал Жорик Джоев. И счет 10-0. 10-0. Жорик Джоев одерживает свою очередную победу. И, если не ошибаюсь, то он становится победителем
нашего турнира. Первым победителем весовая категория 97 килограммов. Победу одержал Жорик Жуоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер весовой категории до 97 килограммов, пятый круг, приглашается от бояр Онконтатор, Монголия, Владислав Козлов, Республика Беларусь. Да, смотрим на повторе, как Жорик Джоев набирал свои победные баллы. Но он выиграл все свои схватки, все 4 схватки на сегодняшний день и стал победителем турнира. Вторая схватка у нас. Еще раз уточняемся. В данной весовой категории борцы разыгрывают медали по круговой системе. Вот монгольский борец от бояр Отгонбатор пока проиграл все свои схватки. А вот Владислав Козлов, он нацелен на серебряную награду. В случае победы он станет, займет второе место после Жорика Джоева. Владислав Козлов, кстати, 4 балла, красивый бросок. В углу Владислава Козлова, вот на дальнем плане, виден Владислав Андреев, наш титулованный и прославленный борец, легионер сборной Белоруссии, выступал очень успешно. И вот промокашка, и Владислав Козлов красиво завершает выступление борцов весовой категории до 97 килограммов. Приносит медаль для команды Белоруссии. Одержал Владислав Козлов, Республика Мощный парень. В 97 килограммов среди мужчин в сборной команде Белоруссии лидером является Александр Гуштин, призер Европы, мира. Борьба за третье место. Красивый бросок. И здесь поймал на промокашку. Такой железный захват, от которого мало кто сможет уйти. Владислав Андреев на заднем плане является с прошлого года старшим тренером юниорской сборной Белоруссии. Итак, у нас весовая категория до 86 килограммов. Схватка за бронзовую медаль. С красного угла выходит Айтал Уйгуров, молодой борец, призер первенства Дальнего Востока, победитель первенства республики. Он по юношам тогда выступал, резко вес набрал и теперь уже выступает в категории 86 килограммов. Его соперник Руслан Юршин из Иркутска. Оба борца проиграли Мустафа Гаджи Малаш-Дибирову, который поборется сегодня в финале. Один у нас. 2 балла заработал Айтал. Но Руслан Юршин ответил своим проходом.
Теперь уже счет 2-3 в пользу борца из Иркутской области. Сейчас рискнул Айтал Уйгуров и как оценит, сейчас посмотрим. Ну, 1 балл отдали Юршину за ковер вытолкнул. Там броска не было. Начинает рисковать сейчас Айтал Уйгуров. И вновь пропускает атаку. Еще отдает 2 балла. Еще 2. И счет становится 2-8. А как все начиналось минуту назад, наш борец вел 2-1. Снова пропускает. 2-10. Надо продержаться до перерыва. Остается чуть больше минуты. Руслан Юршин представляет Иркутскую область. Очередной проход. И 2 балла. И досрочная победа иркутянина со счетом 2-12. Руслан Юршин увозит в Иркутск бронзовую награду турнира Романа Дмитриева в категории до 86 килограммов. На ковре. Молодой борец. Смотрим повтор. На ковер приглашается Усус Гиреедуй Подконбан, Монголия, Егор Нужен, Амурская область. Борьба за 3-е место. Весовой категории до 86 килограммов. Да. Уверенная победа. А перед нами сейчас вторая схватка за бронзовую медаль. Та же категория, 86 килограммов. Представитель Монголии Усус Гиреедуй Подконбан и его соперник Егор Нужен из Амурской области, который проходит боковым проходом в ноги, красиво. Сразу идет на скрестный захват, двойной переворот. И, дорогие друзья, 10-0, да, у нас? Или как? Нет, 8-0. Был проход, да, там было 2 балла и 3 переворота. С крестным захватом. Все, и самый скоротечный, ну не финал, а схватка вечерних финалов за 3-е место. Егор Нужен за 30 секунд оформил задел в 10 баллов у соперника из Монголии и представитель Амурской области. Заметьте. Вот какой хороший проход. Здесь сразу же перешел на скрестный захват. Раз переворот, 2 переворот, 3. Здесь не засчитали дальше. А потом сразу не стал дожидаться и прошел многие. Повалил соперника. И счет 10-0. Итак, дорогие друзья, финал в категории до 86 килограммов. Тимур Катаев, красный угол, представитель Красноярского края. Очень ярко провел предварительные и полуфинальные схватки. Не удалось соперникам ни одного балла. Всех буквально
раз громил. Ну, а его соперник, дагестанец Мустафа Гаджи Малач Дибиров, победитель первенства России, призер мира до 21 года. Фаворит, скорее всего, борец из Дагестана в данной схватке. Ну, посмотрим. Что-то мне подсказывает, Тимур Катаев окажет достойнейшее сопротивление. Уж больно хорошо он выглядел на ранней стадии. Ну, возможно, соперника позволяли ему это. Возможно, он сам настолько хорош. Посмотрим. Вот он, Мустафа Гаджи Малач Дибиров, Республика Дагестан. Привык уже, сперва язык заплетался произносить имя, фамилии Мустафа Гаджи Малач Дибирова, а сейчас уже словно как песня произносится. Малач Дибиров, если и дальше будет так продолжать себя показывать на международной арене, то, возможно, из него выйдет очень хороший борец для сборной команды России. Взрослые команды, молодежь вот до 21 года, это завтрашний резерв сборной России. Ну, за Тимуром Катаевым тоже будем пристально следить, внимательно, потому что он представитель Красноярской школы борьбы. Красноярская школа борьбы, как известно, один из передовых в России. Знаменитая академия Дмитрия Георгиевича Мендешвили, братья Сайтиевы, Василий Алексеев, ну и много-много других прославленных борцов советского времени и современной истории России. Он завоевал серебро в этом году в финале первенства России среди юниоров. Через турнир Романа Дмитриева, до этого проводилось 8 международных турниров. И в этих соревнованиях участвовало очень много борцов, которые так, тут опасное положение. Мустафа Гаджи Малач Дибиров держит в опасном положении соперника. Еще раз накатил. Ну, тут захват руки уже имеется, поэтому большие проблемы испытывает сейчас Тимур Катаев. 6-0. Ну, отсюда, наверное, еще и до досрочной победы нет, отпустил. 6-0. 0-6. Так вот, через турнир Романа Дмитриева прошли олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, серебряный призер Олимпиады в Токио Хасан Ездани Шараки, иранец легендарный. Так он, будучи еще юниором, здесь боролся на нашем турнире. Был победителем, очень ярко тогда проявил себя в одной схватке, проигрывал Хасан Ездани сопернику со счетом 0-9, потом во втором периоде не только сравнял, но и победил соперника, кажется, даже за явным преимуществом. Вот тогда он обратил на себя впервые внимание. Также здесь на нашем турнире выступал Реза Атри, чемпион Азии. Выступал Реза Атри на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Камран Гасинпур,
двукратный чемпион Азии, чемпион мира 2001 года. Вот эти иранские борцы у нас тоже выступали в свое время. Из российских борцов сборной России, которые сейчас выступают, блистают на турнире Романа Дмитриева, серебряным призером становился Гаджимурат Рашидов, чемпион мира, призер Олимпийских игр, дагестанец. Также Аббас Гаджи Магомедов, чемпион мира, становился на нашем турнире чемпионом. Арзамбек Джамалов, который сейчас вообще, пожалуй, один из лучших борцов России и, возможно, даже ярких борцов в мировой борьбе. И таких борцов было очень много. Курбан Шираев, кстати, в 2019 году становился лучшим борцом турнира Романа Дмитриева. Ну а здесь для Малаш-Дибирова нужен всего 1 балл, чтобы оформить досрочную победу и стать победителем всероссийского турнира. Он сейчас держится за колено правое. Неужели травма? Будем надеяться, что все не так серьезно. Почему холод нельзя сделать? Ведет схватку 10-1. И не хватало, чтобы сейчас он получил травму. Победа, как говорится, у него уже в кармане. Захват взял Тимур Катаев. Да, такой небольшой шансик появился. И так, балла не было, но Тимур Катаев почувствовал запах, вкус крови, что ли, и почувствовал уверенность. Да, начинает атаковать. Но тем не менее опытный, да, Малаш-Дибиров берет 1 балл и одерживает победу со счетом 11-1. Хотя на табло у нас пока свисток промолчал почему-то. Счет по-прежнему 10-1. Полторы минуты до конца схватки. Катаев вновь взял захват. Скрестил руки, перешел на голову. Дагестанец сейчас защищается. И бросил на 2 балла соперника. И наконец-таки одержал победу Мустафа Гаджи Малаш-Дибиров. Ну, пока команда Абдусалама Гадисова, это сборная России, записала в свой актив 2-ю золотую медаль. Ну, сборная России — это сборная России, другой уровень. Здесь выступают 1-е и 2-е номера страны. Республика Армения. Борьба за 3-е место. Идем дальше. Сейчас перед нами вышли борцы весовой категории до 74 килограммов. Схватка за бронзовую медаль. Тумен Бодиев, Республика Бурятия, и Армен Мусикян, Армения. Тумен Бодиев является чемпионом Дальнего Востока среди мужчин. Кстати, то золото он добыл в Якутске весной этого года.
Также является призером молодежного первенства России прошлого года. Такой крепкий борец из Бурятии. Соперник Армен Мусикян. Уважаемые призеры, просим вас собраться на награждение за кулисами. Весовой категории до 86 килограммов. Полторы минуты уже позади. Счет у нас пока 0-0. Идет такая закрытая борьба. Ну, схватка за бронзовую медаль, она тоже заслуживает внимания, потому что занять 5-е место и остаться ни с чем — это такое самое обидное место в спорте, в любом виде спорта. 4-е, 5-е место. Ну, а 3-е место — это уже медаль, это уже что-то в копилку личных достижений. Армянин сейчас попытался исполнить внутренний зацеп, но был чуть неподготовленным. Туменбадиев ведет схватку. Пока 1 балл он заработал за счет пассивности соперника. Ну, сразу забегает вперед, скажу, что основная борьба, самые интересные схватки нас ждут еще впереди. Потому что, ну, категория 74 финал тоже очень интересный. Там Антон Сучков из Красноярска и Александр Балтуев из Иркутска. Вот эта пара очень мне импонирует. Сучкова Антона, возможно, уже знают многие болельщики, специалисты борьбы. Это родной младший брат Никиты Сучкова, известного борца, одного из лидеров сборной России. А Александр Балтуев приходится старшим братом Федору Балтуеву, бронзовому призеру первенства мира, победителю первенства России среди юниоров. Так вот, противостояние братьев Сучковых и Балтуевых нам предстоит увидеть в финале категории до 74 килограммов. Ну, а пока у нас второй период встречи Туменбадиев и Армен Мусикян. Да, ну пока не совсем радует болельщиков яркой и зрелищной борьбой спортсмены. Такая закрытая, вязкая борьба идет. Велика цена одной ошибки. Оба борца это понимают. И вот арбитр на ковре Виктория Барашкова. От нее сейчас тоже очень много зависит. Армен Мусикян попытался пройти. И предупреждение сейчас дается. И Activity Time, секундомер, включается за пассивные действия Туменбадиеву. По истечении 30 секунд счет может стать 1-1. 1-1. 15 секунд остается. Армен Мусикян защищается. 5 секунд.
Так, и 1-1 у нас. 1-1 впереди. А пока уже Армен Мусикян. Тем интереснее будет концовка у нас. Минута 20 остается. И Тумен Бадиев проходит в ноги, забирает. Царюкян активно защищается. И да, неплохо. Возможно, сейчас будет стойка. Да, показал хорошую защиту. Меньше минуты остается. Тумен Бадиев и Армен Мусикян. Так, Виктория Барашкова, арбитр на ковре, дает еще 30 секунд. Теперь уже армянскому борцу. Так что ему сейчас надо атаковать. Время идет в пользу Тумена Бадиева. Да, ну в борьбе иногда такое тоже бывает, что без единого технического действия определяется победитель. Итак, у нас 2-1. Уже впереди борец с красного угла. Времени остается... Опа, что такое? Остается без малого 5 секунд. Держится за локоть армянский борец. Ну, будем надеяться, что там все не так уж и серьезно. Вышла бригада врачей во главе Георгия Ионовича Цепандина, опытного и специалиста высокой по травматологии спортивной именно. Так что рука Армена Мусикяна в надежных руках. Будем надеяться. Да, на ровном месте здесь казалось бы, что такого ничего не предвещало. На ковре да, и победа ввиду травмы соперника достается Тумену Бадиеву, хотя он и за оставшиеся 4 секунды имел преимущество в очках. На ковер приглашается Айтал Белолюбский, Республика Саха-Якутия, Богдан Грибанов, Кемеровская область. Весовая категория до 74 вот он, Тумен Бадиев, борьба за мощный парень место. из Бурятии. Итак, вторая схватка за бронзу. Представитель Республики Саха-Якутия Айтал Белолюбский против борца из Кемерово Богдана Грибанова. Богдан Грибанов сегодня в дневной программе показал ряд красивых приемов, в том числе и очень такой яркий бросок прогибом было в исполнении Грибанова. Посмотрим на парня из Кузбасса. На Кузбассе, кстати, в следующем году, весной, в феврале, пройдут вторые зимние спортивные игры «Дети Азии» в Кемерово, в 3 городах. Ну, это так, к слову. 45 секунд позади. Айтал Белолюбский и Богдан Грибанов. Кемерово. Первое предупреждение борцу из красного угла.
Но пока, да, такое устное предупреждение. За вторым замечанием последует Activity Time. Будет включен секундомер. Да, так и происходит. Айталу Белолюбскому нужно было действовать более активно в начале. Еще раз напоминаем, в данной весовой категории в финале встретятся Антон Сучков, это брат Никиты, и Александр Балтуев, это брат Федора. Вот такая интересная развязка, история. Завтра, во второй день соревнований памяти Романа Дмитриева, будут разыграны медали в оставшихся 5 весовых категориях. Это 65,1 килограммов, 70, 79, 92 и 125 килограммов. Так, 0-1. Айтал Белолюбский пока уступает в счете. Тоже без таких ярких моментов, без технических приемов проходит данная схватка. Второй период. Так, Грибанов заработал еще 1 балл. За ковер вытолкнул соперника. А что здесь остается делать Белолюбскому? Наверное, подсказал Николай Николаевич Рожин, его тренер, в углу. Посмотрим. Две минуты остается. Весовая категория 74 килограмма. Итак, судья дает первое предупреждение за пассивность Богдану Грибанову. За ним последует второе. Хотя нет, он уже понял ситуацию, Богдан, и начал уже более активно бороться. Вот, он захватил центр ковра. Так, ну, мне кажется, уже последняя минута идет. Айталу Белолюбскому надо рисковать. Потом уже времени не будет.
Не надо откладывать на потом. Надо начинать уже свою последнюю решающую атаку. 2 балла для Белолюбского перенесут бронзовую медаль. Один хороший проход. Подготовленный. Давай, Айтал. Да, остается 30 секунд. «20 секунд». Айталу нужно идти на захват и рисковать. 0-2 или 0-6. Разницы не будет, надо попытаться. Да, ну все. Ух, вот это был небольшой такой моментик, но. А бронза, 2-я бронза уедет в Кузбасс. Его обладателем становится Богдан Грибанов. Мощный парень. Да, итак, финал. Финал категории до 74 килограммов. У нашего финала яркая афиша. Антон Сучков против Александра Балтуева. Антон приходится младшим братом Никите Сучкову, лидеру сборной России, одному из. А Александр Балтуев является старшим братом Федору Балтуеву, который является лидером юниорской сборной России. Вот такая афиша у нас в этом финале. Сучков представляет Красноярский край, Балтуев Иркутскую область. Судьи международной категории. Так, ну, чуть-чуть поопытнее, наверное, будет все-таки Балтуев, да? Посмотрим. Как сложится. Да, ну, более активен Александр Балтуев. Он выступает в синем трико. В полуфинале положил на лопатки соперника Богдана Грибанова, кстати, который завоевал вот в предыдущей схватке бронзовую медаль. А Никита Сучков победил, прошел Тумена Бадиева и Армена Мусикяна. Ух ты, какой в стиле, да. Да, ну вот этот акробатический прием не позволил ему отдать 2 балла Балтуеву. Полторы минуты прошло. И Никите Сучкову дают 30 секунд за пассивность, по истечении которых балл присудят Александру Балтуеву. Ну, если Антон Сучков ничего не сделает. Уже 11 секунд остается. Да, ну это финал. Схватка за золотую медаль. Опа. А медаль... Так, здесь, мне кажется, надо было отдавать балл Балтуеву. Далее. И еще 1 балл надо за пассивность Сучкова.
Да, ну, основная борьба здесь развернется во втором периоде. А пока разведка. Да, ну борцы в категории 74 килограммов пока не радуют своей зрелищностью. Немного даже удивлен. Вот, особенно в вечерней части. В утренней программе было много бросков, было много яркой и красивой борьбы в их исполнении. А вот в финалах почему-то пока все скромно. 0-1 ведет Александр Балтуев. Да, внешне они очень похожи на своих братьев. Антон на Никиту, Александр на Федора. Вот, брат Александра, Федор, в этом году стал серебряным призером турнира Иван Ярыгин в Красноярске. Итак, Никита, какой Никита? Александр забирает ногу и отсюда должен взять 2 балла. Что он не делает? 0-3. Александр Балтуев идет пока уверенно на пути к золоту турнира Романа Дмитриева. Да, помощнее выглядит Александр. Минута 50. Да, зрители заскучали. И снова очередной проход. Очередные, 2 балла еще не забрал. Судья не дал. Но все, к этому идет. К этому идет, да. И Александр Балтуев. Нет. Посмотрим, что сейчас будет. Видимо, стойка. Защищался сейчас Антон Сучков. Но счет по-прежнему 0-3. Проигрывает Антон. Его брат Никита Сучков здесь, на этом же ковре, становился победителем международного турнира в памяти Дмитрия Коркина. В финале тогда обыграл Никита чемпиона мира Франко Чамизо из Италии. Так что вот этот подвиг брата Антону надо повторить. Такой мини-подвиг. Но все контролирует Александр Балтуев. Такая 3-0. Я бы сказал, уверенная победа Александра Балтуева.
ничего не дал сделать. И Александр Балтуев из Иркутской области становится у нас третьим победителем турнира 22 года в категории до 74 килограммов. Александр Балтуев. 3-0. Вот, за ногу хватился. А, вот этот моментик был очень интересный. Да, Сучков показал акробатический прием. Защищался. Так, ну и у нас остались две весовые категории: 65 килограммов и 57, где будут якутские финалы. Но перед этим пройдет церемония награждения. Церемония награждения категории до 97 килограммов, 86. Проводит вице-президент Федерации спортивной борьбы России Константин Валерьевич Климов. За третье место бронзовой медалью награждается Илья Шибалов, Республика Бурятия. Награждение. Серебряной медалью награждается Владислав Козлов, Республика Беларусь. Золотой медалью награждается Жорик Джоев, Республика Северная Осетия, Алания. Денежные сертификаты вручает Константин Валерьевич Климов. Награждается Илья Жибалов, Республика Бурятия. За второе место Владислав Козлов, Республика Беларусь. За первое место Жорик Джоев, Республика Северная Осетия, Алания. И тренеру чемпиона 20 тысяч рублей. Сертификат награждается. Главному тренеру чемпиона.
Начинается церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 86 килограммов. Награждение победителей и призеров производит заместитель председателя правительства РСЯ Сергей Васильевич Местников. Бронзовой медалью награждается Руслан Юршин, Иркутская область. Бронзовой медалью награждается Егор Нужин, Амурская область. Серебряной медалью награждается Тимур Катаев, Красноярский край. Золотой медаль награждается Мустафа Гаджи Малачдибиров, Республика Дагестан. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона Шамиль Будагамедов, Республика Дагестан. Он не награждает, а его награждают. Он является тренером победителя турнира. Бронзовым призером по 15 тысяч рублей. Серебряному призеру 20 тысяч. Ну и победителю серебряному призеру 30, победителю 50 тысяч рублей. Также награждается тренер чемпиона. Через несколько лет, в ближайшие 2-3 года, Мустафа Гаджи Малачдибиров уже выйдет на взрослый уровень и попытается побороться уже за лидерство сборной в мужской команде России. Все для этого у него есть. Хотя в категории до 74 килограммов конкуренция очень-очень высокая. Там и молодой Арзамбек Джамалов, там и олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и многие-многие другие. Тот же Никита Сучков. Итак, дорогие друзья, у нас впереди остались две весовые категории, 65 килограммов и 57. В двух финалах, в двух золотых финалах будут представлены якутские борцы. До 65 килограммов это Иван Потапов. А в нарешающей весовой категории до 57 килограммов это будет Лев Павлов. А пока бронзовые финалы, малые финалы, как говорят, схватки за бронзу. Иван Кара-Георгий выйдет из красного угла. Это представитель Молдовы. Против него Анатолий Громыко, борец из Белоруссии. Его выводит старший тренер юниорской сборной наш Владислав Андреев.
Вот он, Андрей Громыко. Хороший парень, перспективный. Но захватить лидерство сборной Белоруссии в мужской ему будет пока, наверное, трудновато, потому что там есть наш Нюргун Скрябин. Да, вот эти борцы, кстати, оба проиграли Ивану Потапову нашему. Да, Громыко проходит многие. Накатывает один раз, два раза. И счет уже становится 6-0. Еще один. Так, здесь надо давать балл. Арбитр на ковре, Джулустан Сивцев. 8-0 повел за 1 минуту Андрей Громыко. Да, хороший борец. Мне он очень понравился за сегодняшний день. Он мог выйти в финал, кстати. Вел в счете в схватке с нашим Иваном Потаповым. Но Иван Потапов его выиграл со счетом 13-11. Там был свисток. 9-0, 9-0. Или 8-0. 8-0, да. Ну, я практически уверен, что победу Громыко не упустит. Более того, он победит за явным преимуществом. Хотя нет. Молдавский борец сейчас прошел ноги. Но пропустил контрдействие от Громыко. И 0-10. Андрей Громыко из Белоруссии везет на родину бронзовую медаль нашего всероссийского турнира в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Принимает поздравления Андрей. Смотрим повтор за его победными. Республика Саха-Якутия, Умар Умаров, Республика Дагестан. Борьба за 3-е место. Итак, та же весовая категория, 65 килограммов. И представитель Республики Саха Игорь Матвеев выходит из красного угла. Его соперник Умар Умаров из Республики Дагестан, член сборной команды России. Очень серьезный соперник, призер первенства России. Умар Умаров имеет за спиной ряд международных побед. Так что Игорю Матвееву придется не сладко. Но будем надеяться на благополучный исход. Говорят, дома и стены помогают. Посмотрим. Ануфрий Аржаков, арбитр на ковре.
Так, и неожиданно здесь дается activity time за пассив борцу из Дагестана. Остается 16 секунд. Если Умар Умаров ничего не сделает, то Игорь Матвеев поведет в счете. Посмотрим. 1-0. Игорь Матвеев впереди. Ведет схватку у Умара Умарова. А вот эти парни, которые выступают в составе сборной команды России, я практически уверен, через пару лет будут на передовых позициях во взрослой команде сборной России, если судить по истории нашего турнира, потому что здесь выступали практически все лидеры нынешней сборной. Тот же Гаджимурат Рашидов, Авазгаджи Магомедов, Курбан Шираев и многие-многие другие. — 1-0. Игорь Матвеев впереди. Пока стены помогают. Шамиль Худимагомедов, чемпион России, чемпион Европы. Да, ну, потеряв лидерство сборной команде России, он поменял гражданство на итальянское, выступал на международных стартах, но не совсем успешно. А потом сейчас возглавляет юниорскую сборную Дагестана и параллельно входит в тренерский штаб сборной юниорской России. Шамиль Худимагомедов. Кстати, в этот тренерский штаб входит и наш Василий Прокопьевич Неустроев, старший тренер юниорской сборной республики. Так, включен секундомер за пассивность. Теперь уже нашему борцу Игорю Матвееву. Время истекло. 1-1. Впереди теперь уже Умар Умаров. Так, ну, Игорю Матвееву надо рисковать. Терять уже нечего. Надо что-то предпринять. Да, попытка прохода. Боковой проход. Ровно минута осталась до конца схватки. Итак, пассив дается Умару Умарову. Снова 30 секунд. Ух ты, отдает ногу. Сейчас Игорь Матвеев. Надо было сейчас повнимательнее. Пока балла нету, защищается нормально. Опа, ух, 4 балла там будет. И, к сожалению, счет становится 1-5 в пользу Умара Умарова. Вот это надо было. Не хватило опыта. Потеряла бдительность, когда вот, особенно дагестанцы, вот в таких моментах, когда вот соперник чуть-чуть выходит вперед,
после паузы за свистком они сразу бросаются в ноги и обычно забирают свои баллы. Что и произошло. Игорь Матвеев проходит в ноги. Отсюда надо забрать свой. Ох ты, упустил такую возможность. Остается 5 секунд. Да, был такой небольшой моментик. Здесь надо на лампочку попробовать. Ах ты, ну, не повезло. Ну, не то, что не повезло, да? А не хватило, да, не хватило в данном случае опыта. Ну, этот момент должен послужить очень хорошим уроком для Игоря Матвеева. И Умар Умаров носит в Дагестан бронзу турнира Романа Дмитриева. И сейчас у нас начнется финал. Приглашается Иван Потапов, Республика Финальная схватка. Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Да, вот смотрим, сразу бросился в ноги Умар Умаров и на 4 балла положил. Схватка за золотую медаль. Иван Потапов. Судейскую бригаду представляет руководитель Битаров Амурхан, Красноярский край. Его соперник Магомед Байтукаев, победитель первенства России. Дуизазенков Александр, Красноярский край. Жанчиков И Макуа, первенство мира, кажется. Бурятия. Если не серебряный призер, то победитель первенства мира среди юниоров Магомед Байтукаев. Республика, Чеченская Республика. Иван Потапов из Верхоянского ЛУСа, воспитанник Чурапчинской школы, занимается под руководством Юрия Афанасьева в Чурапче. Проходил последние сборы вместе с лидерами нашей команды в Сочи. Ну и посмотрим. Финал это всегда 50 и 50. Даже несмотря на то, что соперник нашего спортсмена титулованный борец, мировой лидер. Посмотрим. Первое предупреждение устное дается Ивану Потапову. Потапов проходит ноги. Активно защищается Байтукаев. Так, ну отпускает, да. Казалось бы, сейчас балл должны были забрать мы, но в итоге с точностью до наоборот. 2-0. 2-0. Впереди борец в синем трико Магомед Байтукаев. Борись, кричат трибуны. Завязка. Попытка прохода в ноги от Байтукаева. Очень хорошо встретил его Потапов. Это финал.
Первый период подходит к концу. И пока 0-2. Борцы уходят на 30-секундный перерыв. Смотрим повтор. Вот, отличный проход в ноги, но там чуть-чуть задержался, и очень хорошая защита, и тут же контратака Байтукаева. Второй период. Подсказали, наверное, нашли сейчас нужные слова, нашли решения правильные для Ивана Потапова, наши тренера Василий Неустроев и Юрий Афанасьев. 3 минуты остается всего. И, ух ты, опять классный проход. И тут же 2 балла. Так, здесь надо... Ух ты, руку отдал, оказывается. И в очень сложной ситуации сейчас находится Иван Потапов. 0-6. Стойка. Времени еще много. Надо не стоять. Проявлять волю к победе. Ивана Потапова. Вся республика смотрит на тебя. Сейчас, наверное, Байтукаев будет ловить уже на такие контратаки. Тут надо заметить, что Магомед Байтукаев по ходу схватки не делал больших атакующих действий, а поймал вот в 2 эпизодах на ошибки нашего борца и заработал тем самым победные баллы. Ну а потом накат был. И все. Прошел в ноги. Увидел. Да. 8-0. Ну и второе место, будем считать, для Ивана Потапова достойным результатом. Поборолся он сегодня и с представителем Молдовы Иваном Карагеоргием, а потом победил Анатолия Громыка из Белоруссии. Будем считать, что наш спортсмен получил должный международный опыт. Ну и уступил в финале лидеру сборной России Магомеду Байтукаеву. Вот этот борец, кстати, в полуфинале победил на туше дагестанца Умара Умарова. 10-0. Магомед Байтукаев, очень скромный парень. До 65 килограммов чистую техническую победу одержал Магомед Байтукаев. Очень спокоен, уверен в себе. Будем следить за его дальнейшим выступлением. Запомните имя: Магомед Байтукаев. Уважаемые любители вольной Чеченская борьбы, республика. гости, участники, начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе. Ну а теперь юниоров. будет церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 74 килограммов. Награждение победителей и призеров Победитель дипломами и денежными Александр Балтуев на первой ступени пьедестала. Серебряный призер Антон Сучков, Краснодарский край. 3-е место занимает Тумен Албадиев и Богдан Грибанов.
Бронзовой медалью награждается Тумен Борисов, Республика Бурятия. Серебряной медалью Улыбается награждается Тумен Бадиев, Антон читает Пучков, грамоту. Красноярский край. Что там его улыбнуло? Золотой медалью Антон награждается Пучков, серебряный призер. Иркутская область. И победитель Александр Балтуев. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона Награждает Александр Федорович Балтуев. Лауреатов данной весовой категории министр спорта нашей республики Леонид Спиридонов. Мастер спорта международного Денежные класса, сертификаты за чемпион Азии, призер азиатских игр, призер чемпионата мира, участник 2 Олимпийских игр в составе сборной команды Казахстана Леонид Николаевич Спиридонов. Сертификат за 2 место. Призером бронзовым сертификаты на 15 тысяч рублей, серебряным за призером 1 место. сертификат 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей победителю, Сертификат каждому присуждается победителю тренеру турнира чемпиона. Романа Дмитриева. Соответствующий сертификат вознаграждение получает и тренер, подготовивший чемпиона. В данном случае представитель Иркутской области. Фотографии на память. Счастливый миг пьедестала, победа. Красивый баннер, огромный. И спонсоры вот видны, которые компании, которые помогли в организации турнира. Видите, здесь и НВК Саха, который организовывает прямой эфир, трансляцию для любителей борьбы. Так, ну и мы постепенно приближаемся к кульминации вечера. Наилегчайшая весовая категория до 57 килограммов. Ну, вначале, естественно, будут бронзовые финалы. В нем будет представлен также воспитанник якутской школы борьбы Петр Адамов против Жаргала Баяндуева. Ну и финал, где встретятся Лев Павлов, молодой сунтарский лев, чемпион республики среди мужчин этого года. И против него Артем Габаев, Республика Северная Осетия Алания, победитель первенства России. В том финале, кстати, в Каспийске, который проходил в этом году, он победил Льва Павлова. Так что будет повторение финала первенства России. Будем надеяться и верить, что Лев Павлов возьмет дома реванш. Павел Павлович Пенегин, Александр Николаевич Иванов. Перед нами олимпийцы Якутии. Михаил Дмитриевич Пахомов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд, молодой руководитель. Да, кстати, в конце октября здесь же, на этом спорткомплексе, пройдет международный турнир памяти Дмитрия Коркина. Традиционный наш турнир. Но пока я не могу сказать, что он будет международный. Пока статус не совсем понятен. Скорее всего, будет такого же формата, всероссийский, но с участием наших соседей Монголии, Белоруссии
и других дружественных стран России. Петр Адамов в красивом трико выходит из красного угла. Его соперник Жаргал Баяндуев. Жаргал Баяндуев сегодня показал хорошую борьбу. У него есть, да, мы увидели, что у него есть хороший коронный прием, перевод после завязки и выход за спину соперника, такой оригинальный. На бумаге фаворит борец из Бурятии. Но на ковре сейчас посмотрим, кто же выиграет. Мы, естественно, болеем за Петра Адамова. Так. Арбитр на ковре. Петр Соловьев. Дает 30 секунд борцу из Бурятии Баяндуеву. Так, внимательно надо действовать сейчас Петру Адамову. Давать руку. Надо самому, мне кажется, атаковать, начинать работать. В центре ковра сейчас находится наш борец. Вот, да, вот это опасно было. Вот после таких завязок обычно и проводит свои приемы Жаргал Баяндуев. 1-0. Пока якутский борец впереди. Петр Адамов. Да, Жаргал прошел в ноги, но сейчас можно поймать на обратный, хотя нет. Встал на ноги Баяндуев и забрал 2 балла. Рабочие. Попытка наката переворотом, но стойка. Так, занимательная цифра, статистика финальных схваток за сегодня, за первый день. Пока что ни один якутский борец не выигрывал ни одну схватку в бронзовых финалах и в финале. Так что трибуны ждут победы якутского борца. Первый период завершен со счетом 1-2. Схватку повел Жаргал Баяндуев. Нырком прошел ноги. И забрал 2 балла. Второй период. Петр Адамов, Саха-Якутия и Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. Соседний наш регион. После присоединения Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу прошло всего несколько лет, и с тех пор, да, вот первенство Дальнего Востока, чемпионаты Дальнего Востока приобрели такой
высокий статус. Конкуренции стало намного больше нашим борцам. От этого выигрывают только спортсмены Бурятии и Республики Саха. Еще один балл забирает Баяндуев. Выталкивает за ковер нашего борца. Счет 1-3 в пользу Баяндуева. Еще один балл. 1-4. В данной весовой категории боролись 25 якутских борцов на легчайшем весе. Всего соискателей наград было 37. И да, прошел в ноги, но отпустил. Жалко, что отпустил Петр Адамов. Либо не поверил, либо соперник хорошо отзащищался. Но в любом случае был такой хороший шанс хотя бы сократить преимущество в баллах бурятского борца. Минута остается. И надежда якутских болельщиков остается только на Льва Павлова в вечерних финалах, потому что остальные наши борцы в вечерней части программы проиграли. Но это в том числе показывает и уровень турнира Романа Дмитриева, что приглашены сильнейшие команды, сильнейшие борцы из регионов России. И победа со счетом 1-6 достается Жаргалу Баяндуеву. Бронзовую медаль завоевывает. Бронзовая медаль в категории до 57 килограммов. Поздравляем бурятских болельщиков борьбы. Кстати, сейчас во второй схватке за бронзовую медаль выйдет его брат Баир Баяндуев. Тоже будет оспаривать бронзовую награду. Посмотрим. Возможно, на пьедестале, на бронзовом, будут стоять два родных брата Баяндуевы. Один уже обеспечил себе место в тройке, второй сейчас выйдет. Его соперником станет Еламан Аменгельды, борец из Казахстана. Провел он сегодня, очень много раз выходил на ковер, 4 схватки провел, да, или 5 даже. Еламан Аменгельды начинал с квалификации. Против него Баир Баяндуев, родной брат Жаргала Баяндуева. Тоже похожая манера борьбы у него. Семейная такая вот в завязке. Они очень хорошо чувствуют себя. Переводы. И очень умело заходят за спину. Обычно они не проходят в ноги, а сразу за спину оказываются. Посмотрим сейчас. Будем наблюдать. Казахстанский борец тоже очень ярко себя проявил. Были у него и волевые победы на последних секундах.
боремся. Раз не боремся. Борцы осторожничают. Ну, обычно, да, в таких финалах, будь то бронзовая, будь то золотая, яркой такой борьбы ожидать, ну, не стоит. Ну, бывает, конечно, но 4-0. Еще балл. Баяндуев забрал руку. Да, и все идет к тому, что на пьедестале в этой весовой категории будут стоять два брата Баяндуевы. С партера. В партере очень хорошо поработал Баир. И счет у нас 10-0 уже. С одного прохода сумел забрать все свои баллы. В весовой Баир категории Баяндуев. до 57 килограммов чистую техническую победу одержал Баир Баяндуев, Республика Бурятия. До И тем самым завоевал главного финала место. остался, ну, уже все. Сейчас осталась только одна схватка, финальная. Но перед этим будет церемония награждения борцов весовой категории до 65 килограммов. 65 килограммов будет награждение. А потом уже главный наш финал. Главный наш финал — Лев Павлов против Артема Гаваева. Теперь давайте посмотрим церемонию награждения борцов после повтора данной схватки. По вольной борьбе депутат Народного собрания Республики Дагестан Абдусалам Мамадханович Гадисов. За третье место бронзовой медалью награждается Анатолий Громыко, Республика Беларусь. За третье место бронзовой медалью награждается Умар Умаров, Республика Дагестан. За второе место серебряной медалью награждается Иван Потапов, Республика Саха-Якутия. И, наконец, за первое место золотой медалью награждается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Тренер Бисаев Анзор Ибрагимович. Также сертификатами награждаются за третье место Анатолий Громыко, Республика Беларусь. Умар Умаров, Республика Дагестан. Сертификат за второе место присуждается Ивану Потапову, Республика Саха-Якутия. Сертификатом за первое место награждается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Фотография на память. Иван Потапов, серебряный призер. Запомнили мы его лицо, запомнили его имя. Будем следить за его выступлением, будем болеть, будем знать Ивана Потапова
верим и надеемся, что это только начало большого пути. Ну, а теперь перед нами главный финал. Финал, ради которого остались еще заполненные трибуны спорткомплекса «Триумф», ради которого вы смотрите наш эфир. Весовая категория до 57 килограммов. Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, и Артем Габаев. Интересный момент. Оба борца, им по 18 лет, оба борца являются чемпионами своих республик. Лев Павлов Якутии, Артем Габаев Осетии и Алании. Среди мужчин этого года Судейскую бригаду представляет руководитель повторение финала Кабра Тумар Батар. Первенства России этого года. Напомним, тот финал выиграл Габаев. Счет был 3-1. Забайкальский край. Оба борца очень и очень хорошо знают друг друга. Ну, они за ковром дружат. Ну, а на ковре все всегда соперники. Лев Павлов и Артем Габаев. Лев Павлов, кстати, в этом году также стал серебряным призером на спартакиаде народов республики в Барагонцах. В финале тогда уступил Петру Копылову. Чуть повыше, да, ростом, да, руки и ноги подлиннее у Артема Габаева. Напряженная схватка. Ну, смею предположить, что она будет не такая результативная, а до одной ошибки. До первой ошибки, наверное, пойдет борьба. И того, и другого очень хорошо поставлена защита. Слово сказать, Лев Павлов на пути к финалу провел сколько? 1, 2, 3, 4 схватки. Первые 3 у него были со счетом 10-0. В полуфинале выиграл то ли 6-0, то ли 8-0. Да, у Жаргала Баяндуева. Пока ни одного еще балла не отдал соперникам на этом турнире Лев Павлов. Ну, да, громко говорить не будем. Все-таки соперник серьезный. Артем Габаев. Одногодки, борцы. И на своем, да, у них только начало вот такой спортивной карьеры. И впереди у них еще много-много лет соперничества, если кто-то из них не уйдет на вес выше. Мне кажется, да, вот Лев Павлов останется в этой категории. Габаев, возможно, перейдет на 61, потому что у него, да, рост повыше, руки, ноги, да, вот такие антропометрические данные. Хотя посмотрим. 61 не олимпийский вес, на 65 перейти. Там надо еще набрать столько. На это время уйдет. Да, пока 1-0 Габаев впереди, 0-1, вернее. Еще предупреждение, но первый период почти завершился. Технических действий мы
не увидели. Вот его отец Семен Павлов с полотенцем. Да, и старший тренер сборной Сунтарского Алуса Николай Романович Данилов секундирует своему подопечному, подсказывает, находит нужные слова и правильные решения для победы в данной схватке. Артем Габаев. Вот он. В прошлом году он тоже боролся на турнире Романа Дмитриева. Тогда Габаев занял 3-е место. Уступил он Харысхалу Григорьеву. Тоже борцу из Сунтара, кстати. Болельщики кричат, что синий пассив, но пока в центре ковра находится Габаев. Так, и Activity Time включается для Артема Габаева. 30 секунд. Смотрим на секундомер, там уже 16 секунд остается, после которых на табло будет 1-1 уже сверкать. Напряженная борьба, как мы и предполагали до первой ошибки. 1-1. 1-1 у нас на табло. В данном случае пока ведет Лев Павлов. Молодой сунтарский лев, как его любят называть болельщики Якутии. Только так, ну, надо сейчас Льву Павлову более активно действовать, чтобы не давать повод арбитру дать ему повторные предупреждения. Поэтому... Но время-то истекает, уже остается 1 минута. Здесь надо защищаться хорошенько Льву Павлову. — 50 секунд. 45. Пока впереди Лев Павлов. Ух ты, достойно защищался сейчас Лев Павлов. Увидел все атаки Габаева, прочитал. И 20 секунд. Надо более активно сейчас действовать Павлову. Могут дать предупреждение. Хотя нет. Но опасно, да. Отлично показал хорошую оборону. 10 секунд. Артем. Опа! И 2 балла. Почти забрал. Нет. Нет, ничего нету. 5 секунд остается. 5 секунд. И что здесь? Нет, балла нету. И победа Льва Павлова, хоть и трудовая, там идет, бросили челлендж, но мы видели, какие приемы, какие комбинации вытворял сейчас хотел Артем Габаев. Ну, бросили челлендж. Вадим Лалиев бросил челлендж. Посмотрим. Лев Павлов. Чуть-чуть, да. Судьи смотрят повтор. Давайте мы тоже посмотрим с вами. Кидается. Последний рывок. Да, здесь надо было... Да, ноги остались. Потом вот здесь ухватился за ногу. И едва не вышел, но... В данном случае вот здесь можно было отдать, но
Лев Павлов держится за ногу. Посмотрим. Тут главный судья турнира — это Салтан Засеев. Челлендж проигран. И 2-1. Лев Павлов становится победителем всероссийского турнира. Память Романа Дмитриева. Не согласен с арбитром. Молодой борец. Ну, это дело молодое. Амбиции. Да, ну финал не получился таким, как мы хотели. Но, впрочем, мы и предполагали такой исход, что да, ну, нашел в себе силы Артем Габаев. И противостояние Артема Габаева и Льва Павлова. 1-1 у нас. 1-1. Счет личных встреч. По последним, да. И Лев Павлов становится у нас победителем турнира. Вот он. Последняя атака Габаева. Вот здесь очень хорошо защищался Лев Павлов. Смотрим повтор. Забираешь здесь балл Лев Павлов. Вопросов никаких вообще не было бы. Но здесь дал повод, да, повод дал. Здесь надо согласиться. Повод был, но судьи усмотрели повтор внимательно из нескольких ракурсов. Да. И по итогам первого дня соревнований у нас в активе одна золотая медаль Льва Павлова и серебряная медаль Ивана Потапова. Так завершается первый день нашего турнира. Завтра будут поединки еще в 5 весовых категориях. Мы будем болеть тоже за наших якутских борцов. И за других борцов будем болеть тоже. Турнир у нас начнется в 11 часов воскресного дня. Финальные поединки пройдут в 16:00. Спасибо, что были сегодня с нами. И до скорой встречи. До завтра, дорогие любители вольной борьбы. 57 килограммов. Награждение победителей и призеров медалями, дипломами и денежными сертификатами производит сын Романа Михайловича Дмитриева, Роман Романович Дмитриев. Приглашаются призеры весовой категории до 57 килограммов.
На сцену приглашаются победители и призеры весовой категории до 57 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Баяндуев Жаргал, Республика Бурятия. Также за третье место присуждается бронзовой медалью Баяндуев Баир, Республика Бурятия. На второе место серебряной медалью награждается Артем Габаев, Северная Осетия, Алания. За первое место золотой медалью награждается Лев Павлов, Республика Саха, Якутия. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона Данилов Николай Романович. Присуждаются сертификаты за третье место Баяндуеву Жаргалу, Республика Бурятия, Баяндуев Баир, Республика Бурятия. За второе место сертификат присуждается Артему Габаеву, Республика Северная Осетия, Алания. За первое место сертификат присуждается Льву Павлову, Республика Саха, Якутия. Также присуждается сертификат тренеру чемпиона Данилову Николаю Романовичу. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 260091. В магазине «Унты» здесь новое поступление коллекции 2022 года по ценам 2021 года. Приглашаем всех к нам. Наш адрес Рыдзинского, 24/6. Магазин «Унты» здесь. Телефон 43 20 12. Квартиры в новом жилом комплексе в 30-м квартале города Якутска. Застройщик СПЗ ДСК-1. Отметьте новоселье в своей квартире. Добро пожаловать домой. Санаторий «Парус» на берегу Обского моря в Бердске приглашает на реабилитацию после COVID-19. Лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, паразитоза, взрослых и детей. Вас ожидает индивидуальный подход, диагностика, клиника детокса, комфортное проживание, вкусное и полезное питание. Мы вас ждем.
Ытык маны күнді, күн күбей иелерин, эягас эбелерин, кос эбелерин, Мирне районун тас өрәхнилеген, олықтағым, үлі тыл бетерәне Анастасия Павловна Данилованы, тоғығын сағын толбут күнінен етейтік істігінік әғірділейлер, таптал мақталтыларын анылар. Жоллоқ бол күнді кейбет. Оғылырың, сеннерің, қос сеннерің тапталларға ругуттанан, оғын жоллоқ олықтан. Бары үтіоғар сүмірүйен тұран мақтанабы теллер Анастасия Павловнаға кыргыттара, сеннері, қос сеннері мирнейттен, жүкускайттан бары аймақтара. Таптыр-тыктыр иелерин, эбелерин, эжийдерин, меңа қаңалас төңілітін олықтоғы үлі бетерәне Анна Александровна Петрованы ағуын 5 сағын толыр үйрілі күнінен ис сүрәқтіріттен әғадделейлер, күн серин бары кәретін кинейханылар. О сағын сери супсылларға распыттар әрәрі, күстәқ санаң мындыр үйін бағаян, үйеріққа сырдыққа таласпытын. Фельдшері кушер едетін бағылан өрсылларға дойдуғар үтіе собастақты күлелі әбетін, жоңғар сәргеғар күрук өйебіл болбутын. Тоқ бар кәріне әлбәқ үйерүйіні баға саналарын, туалаларын бағарабыт. Сеннерин дуробай улаталларыгар, үйренеллеригер, куру, күйіс кеме боларгар сүгірен туран мақтанабыт, әйгіттен әлбәққа үйренебіт. Күнді кехебет, өрсылларға чеген сырыдден үтіні түстүйлер, оғолоро сеннере Сотниковтар, бестәқтен Кулаковскайдар. Күндетік саныр иелерин, эбелерин, қосабелерин, ытык маны әжейдерин, үлі тыл бетерәне, қоты көхірі күттылаға Зоя Егоровна Ягодинаны, ағуғын 5 сағын толар керебели күнінен ес сұрақтырыттен үйерен тұран ағарделейлер онына манны кетелер. Үтіөкен кейбет, бейгі тұспытығар оғарабыт қамнен қолжықта бәбіт қонқойан тұран мақтанабыт. Бағарабыт ытык маны кейбетігер, үстіді чугас жының тапталарыға ругуттанан, чеген чәбдік, үйері көте сылжаргарден, ийләқ тыллары терделлер әғардені кытта оғылары, сеннері, қос сеннері бір көтірі біттірі.